Добрый день! В эфире «Город женщин». Каждый будний день в 12:30 мы говорим обо всем, что интересует женщин и не только. Сегодня пятница, а значит в студии вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова. Добрый день. И Юлиана Ким. Здравствуйте. На прошлой неделе у нас в гостях была Наталья Правдина, с которой мы говорили про аффирмации и позитивное мышление, а также о том, что все проблемы со здоровьем идут от нервов. Самое главное в жизни человека – это его здоровье. Мы сегодня поговорим о том, как его сохранить, оставаться надолго молодой и красивой. Здоровье женщины прежде всего зависит от ее образа жизни. Нужно постоянно проходить профилактические осмотры, нужно следить за своим эмоциональным состоянием. И самое главное – это заниматься спортом. Сегодня в студию мы пригласили в гости очаровательнейшую женщину, которая знает, как держать свое тело в тонусе. Знакомьтесь, хореограф, преподаватель Леди Дэнс, руководитель студии танцев «Белые облака» Илона Кривошапкина. Здравствуйте. Кирюшкина, извиняюсь. Илона, добрый день. Добрый день. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Просто очаровательно. Как вам удается держать себя в тонусе? Ну, прежде всего, это, конечно, моя основная деятельность. Я бы даже не сказала, что это работа, это увлечение. Мое по жизни – это танцы. Ну, конечно, я также поддерживаю свое тело в форме путем, что занимаюсь еще фитнесом. Но фитнес – это обычное определение, то есть это уже вошло в нашу жизнь как обычное явление. Фитнес, танцы. Как долго вы занимаетесь танцами? Занимаюсь давно, но был перерыв у меня в течение жизни, но занимаюсь с детства. Об этом уже давно все знают, но с 4 класса где-то. Как девочек нужно, да, с самого раннего возраста отдавать танцы? Да, рекомендую всем мамочкам отдавать своих девочек, дочек сразу по достижению где-то 4-5 лет желательно, ну или перед школой на танцы, либо на гимнастику. Даже если гимнастика не останется основным, допустим, да, видом спорта, либо танцев, то в любом случае это очень многое даст, потому что развивается организм, и, скажем так, все это закладка с детства в мышцы, в суставы. И ну, на танцы, конечно, лучше всего отдавать девчонок. Появляется сразу же грация, да? Да, это осанка, это грация, это умение держать себя, умение подавать себя. Опять же, это походка, что очень немаловажно в дальнейшем. Опять же, правильная ходьба на каблуках, скажем так, проходка, дефиле. Все это очень полезные вещи для девчонок, и все это только в плюс. Вот вы говорите, прямо хочется сразу выпрямиться, да, расправить плечи. Да, обязательно. У вас есть какие-то свои секреты? Вот вы утром просыпаетесь, делаете какие-то упражнения? Ну, на самом деле, я не могу этим похвастаться, потому что я ложусь поздно спать и просыпаюсь где-то уже, ну, часов в 11. И, как обычные творческие люди, которые грешат таким режимом дня, для меня основной вид деятельности – это танцы, поэтому я знаю, что после обеда у меня появится энергия, я пойду на свои занятия и там выплесну, как говорится, всю энергию, все, что накопилось за день. Поэтому, в принципе, утро у вас расслабленное. Да, утро у меня расслабленное. Главная задача – это проснуться, прийти в себя, как-то привести себя в порядок. Мы вот видим фотографии с занятий, и еще мы знаем о том, что ваши девочки, они очень дружные. И они увлекаются не только танцами, а вот чем вы еще, как вы проводите досуг вместе? Ты имеешь в виду ученицы? Да. Да. Да, на самом деле моя студия и девушки, которые занимаются в моей студии, они ходят очень давно, и мы уже, как, скажем так, сдружились.
То есть я так понимаю, что я для них уже как часть их жизни. Также я очень им благодарна за то, что они дают мне общение, как ну, в А мы женском кого-то коллективе. видим на фотографиях, да? Да, Юлиана. И на самом деле это очень здорово, потому что я свою студию позиционирую как женский клуб, клуб по интересам, где девочки встречаются, разговаривают, также делятся всяческими советами и своей жизнью. А какие-то, может быть, дадите секреты для раскрытия вот женской энергии, для грации, ну, кроме вот как танцев? Ну, я не знаю, мне кажется, все-таки танец для девушки – это такая вещь, которая раскрепощает и раскрывает душу женскую посредством музыки. То есть ей хочется двигаться и выплескивать из себя, но как-то правильно это сделать, это лучше всего под музыку и посредством движений каких-то. То есть начиная танцевать, но Да, и в других да, аспектах жизни да. тоже раскрываться. Да, конечно. Это для девушки, для женщины, но это на самом деле гармония с самой собой. Когда у женщины происходит осознанная гармония, и она себя принимает, конечно, она понимает, что есть какие-то недостатки, в том числе и в теле, допустим, да. Все хотят похудеть, все хотят быть в форме. Но самое главное для женщины – это все-таки женская какая-то суть, это душа, чтобы она себя, ну это уже избитая такая тема, чтобы она себя любила и принимала. А потом уже какая-то идет доля критики, которая ее подстегивает и держит в тонусе. Раз мы заговорили вот о теле, да, какого питания вы придерживаетесь? Может быть, следите там, калории считаете, да, ПП? Ну, я говорю, что у нас и так жизнь полна всяческими, забита голова, особенно у женщин, повседневными заботами, мелочами. И сидеть, подсчитывать калории в день съеденные, ну, это просто утопия. Скажем так, у меня отношение к еде очень такое... Я, допустим, всем говорю, что еда на самом деле это зло. То есть столько соблазнов сейчас, да. Для меня принцип по жизни и отношение к еде, к пище, например, скажем так, отрицательное, но в хорошем смысле. То есть я считаю, что для меня по жизни такой вот девиз, что меньше ешь, здоровее будешь. Если нет в холодильнике ничего, это очень хорошо. То есть я никогда не стремлюсь покупать там какие-то специальные продукты. Для меня основной набор – это вот молоко, там десяток яиц, скажем так, хлеб, масло, все. А можете Потому себе что я позволить считаю... там шоколадку? Не, ну это, конечно, потому что я сжигаю калории на своих занятиях, энергию трачу. Естественно, хочется восполнения в виде сладкого. Поэтому я не отказываю. Я знаю, от чего я поправляюсь, поэтому я это исключаю. Вот, а какое у вас любимое блюдо тогда, если знаете? Но опять же, я говорю, что вот эти пристрастия любительские, я девочек тоже иногда ругаю за это, да, что когда заходит разговор о еде, скажем так, да, меня это, я вообще хочу уши закрыть, допустим, да. Когда я вижу в Инстаграм выкладывают там, не знаю, вот это, я, конечно, все понимаю, якутская кухня, она очень такая, да, вкусная, я тоже ее люблю, но не понимаю, когда вот это вот пирожки, вот это вот выкладывают, у меня, знаете, у меня как-то сразу... Ну, все должно быть, да, в меру. Ну, конечно, в меру. Я об этом вообще не думаю о еде, потому что я считаю, что нужно есть столько, чтобы просто не умереть с голоду. Вот нужно немножко очень кушать, понимаете? И вообще не зацикливаться о еде. Потому что жить нужно не для того, чтобы есть, как мы знаем, да, а кушаем просто, чтобы жить. Поэтому Знаем, что у меня у вас- очень такой еда, вообще ее нету. Я о ней вообще не думаю, я не зацикливаюсь. А как же дети? Мы знаем, что у вас есть И дети, любимых да? блюд у меня на самом деле тоже нет. Это все очень такое проходящее. Ну и потом все-таки с возрастом, наверное, меняется какое-то отношение к еде, скажем так. Для меня это уже абсолютно не важно. Это у вас с возраста пришло, да? Ну да, да. Потому что еще раз девочкам говорю, что ну да, вы еще молодые, вам хочется кушать. Вот Ну, этого мы знаем, да, всего, что у вас двое детей, да? Да, у меня 2 детей, они уже взрослые, они уже отделились, поэтому я сейчас могу позволить жить я для хотела- себя, жить так, как я Я хочу. хотела спросить, Да. как вы что Я это готовите? заслужила. Я Они уже к этому самостоятельные. шла, на самом деле, очень долго. Так же, как все женщины, я, в принципе, какое-то количество лет жизни отдала
детям, поскольку я их растила одна сама, мне никто не помогал. Поэтому я очень долго ждала того момента, когда я наконец буду заниматься своим делом и буду реализовывать себя. И, в принципе, мне это удалось, я этого достигла. И теперь я бы хотела, чтобы вы нам показали какие-то упражнения, движений. да, движения, танцев. Вот, допустим, я никогда человек не танцевавший, да, ну, никогда не ходила на хореографию. Что вы мне можете Да, показать? вроде внешне, визуально вы такие стройненькие, всё худенькие. обман. Да. На самом деле, девочки, движение, ну, как говорится, это жизнь, понимаете? А для женщины, для девушки движение, это вот, понимаете, вы должны уметь управлять не только своими мыслями и своими желаниями, да? Не тело должно вами управлять, а вы, мозг ваш, должен управлять телом. И от этого движения, от этого все, что вы хотите, все, что вы для себя наметили, нацелили, вы хозяйка, в том числе себе самой и своему телу, и своим желаниям. Понимаете? Поэтому, да, предлагаю Давайте посмотрим. встать, Нашим подвигаться. Надеюсь, у нас телезрительницам еще не будет всё очень потеряно. интересно. Повторяйте за нами. Да, девочки, подвижность – это позвоночник, ваш позвоночник, да? Вот видите, вот все движения. Нет, не тазом, нет. А именно грудная клетка должна быть подвижная. Да. И просто вверх поднимаем. Раз, два. Плечи вниз, а грудь вверх. Право, лево. Ой. Да. Девочки, повторе да, посмотрим. пластика зависит еще и плеч. Да, это такая грация. И руки. И руки. Руки – это, девочки, украшения женщин. Да. И... Ага. И раз. И просто. А как вы танцуете на танцполе, на дискотеке? Для меня это любимая тема, на самом деле. Я наблюдаю за девочками, да, смотрю, как они танцуют, насколько они раскрепощены и насколько, как говорится, они владеют своим телом и умеют правильно себя подавать на танцполе, да. Это очень интересная тема, поэтому... Ну, если, допустим, человек не умеет танцевать, это, наверное, говорит о том, что у него какие-то комплексы. Или нет? Нет, не только комплексы. Ну да, конечно, это, как правило, называется комплексами, но это все исправимо, потому что, допустим, если позаниматься, там, не знаю, ну, месяца два где-то в каком-то направлении, скажем так, женском, да, то, в принципе, это вполне исправимо. Главное захотеть, главное Спасибо себя... большое, что вы пришли сегодня к нам. Будем дома повторять эти две... В эфире «Город женщин». Я напоминаю, что мы говорим о женском здоровье. Только что у нас в студии была в гостях хореограф Илона Кирюшкина. Расслабляться нужно, да, не только в танцах, но и в своей комнате. Сейчас Юлиана покажет в рубрике «Фабрика идей», как сделать прикроватный мягкий коврик. Сегодня в рубрике «Фабрика идей» я вам расскажу, как сделать прикроватный теплый коврик, чтобы вы просыпались и ваши ножки всегда оказывались в тепле. Мы сделаем несколько помпончиков. Я сейчас вам покажу. Для этого нам понадобятся рулоны от кухонных полотенец, которые разрезаны на две части. Пряжа, наполовину акрил, наполовину шерсть, двух цветов. Также ножницы, иголка и вот такая вот сеточка, на которую непосредственно мы будем пришивать наши помпоны. Для того, чтобы сделать помпон, нам нужно соединить два рулончика вместе и начать обматывать пряжей где-то 100 оборотов. Вот я приготовила заготовочку. Вот у нас должно получиться вот так. Сейчас мы должны отрезать ножницами хвостик. Ровно посередине рулончиков мы должны обвязать пряжей и завязать узелочек. Вот так, туго. Затем мы должны рулончики вытащить. Сначала один, потом второй. Завязать еще раз. Вот так вот у нас должно получиться. Так, теперь с другой стороны тоже завязать крепко, для того, чтобы у нас помпончики получили форму круга. Мы завязываем в узелочек и еще раз в узелочек.
теперь мы должны найти ровно середину, чтобы сделать разрез. Ножницы должны быть острыми. Таким вот образом, с одной стороны, немножко распушить. И с другой стороны тоже найти серединку. И тоже разрезать пополам. Вот у нас получается такой помпончик, но он у нас не идеальной формочки, поэтому мы придадим ему форму, отрезав лишние торчащие ниточки. Обязательно помпоны должны быть такого размера или можно сделать там поменьше, побольше? В зависимости от того, какого размера у вас рулончики. Если большого, А кроме то помпоны рулончиков нельзя большого. ничего использовать? Можно, Допустим, вот как мы обычно раньше картонный делали. картон, да. Мы делали трафарет полукруглый. А это я вам показала экспресс-метод, как сделать помпончики. Конечно, можно заморочиться и сделать полукруглый, потом... И тогда они более такой прям правильной Да, формы, они да? правильной формы получатся. Ну, так как мы ограничены во времени, вот у нас получаются вот такие помпончики. Затем мы должны пришить его к сетке. Это каким образом? Крючком? С помощью иголки с иголкой. большим ушком. Вот так вот мы пришиваем. А сеточка двойная, да? Сеточка двойная. Ну, если у вас более такая сеточка, как сказать, более плотная, то тогда можно и одинарную. Один кончик и второй кончик тоже так же пришиваем. Я думаю, не обязательно должна быть сетка тоже, да? Да, можно на ткань. использовать Если на нет ткань. сетки, можно на ткань. Потом мы будем вот так вот пришивать наши помпончики. Вот разных цветов. Я вот заранее сделала заготовочки. Сейчас по ходу передачи буду пришивать их к сеточке. Но пока Юлиана делает коврик, мы приглашаем в нашу студию следующего гостя. Это Лана Никитина, мама замечательных 2 мальчиков, блогер, специалист по семейным отношениям, человек с педиатрическим образованием, участница реалити-шоу «Беременность 2». Здравствуй, Лана. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот реалити-шоу «Беременность 2», да, проходил на одном из федеральных каналов. Но у нас в Якутии почему-то его как-то не особо освещали. Как вообще вам пришла идея участвовать, да, или кто-то вас пригласил? Как это вообще произошло? Да, это очень частый вопрос, кстати, после реалити-шоу. Дело в том, что на самом деле каких-то договоренностей заранее у нас не было. Все случилось совершенно спонтанно. Мы просто решили поехать на Бали рожать 2-го сына. И однажды встретились там на йоге, на аква-йоге для беременных, просто на занятии. Эти ребята снимали уже другую пару. У нас было 3 пары в шоу именно на Бали, кто рожал. И после занятия подошли ко мне и спросили, на каком я сроке. У меня тогда был 36-й срок. Это же уже вот-вот. Да. И предложили принять участие в, сняться, скажем, на телевидении. Я подумала, что просто дать интервью, и дала первоначальное согласие. После этого уже вот они начали общаться с мужем, и после этого уже дали нам больше информации. А в чем суть проекта? Суть проекта, вы знаете, показать разные грани, наверное, беременности и родов. В частности, после 1-го сезона, где участвовали Саша Зверева, Тута Ларсен, очень большой отклик пошел именно на натуральные роды, домашние роды, да, роды. Также есть сейчас возможность, да, родов в воде, натуральных родов в клиниках. И очень большой отклик пошел, поэтому, соответственно, 2-й сезон решили поехать на Бали, где как раз таким образом многие девушки приезжают в Россию рожать таким способом. И там искали участниц уже непосредственно, мы оказались в их кругу. А вот почему вы именно решили улететь на Бали? Это же... Не рожать здесь, да, Да, не традиционно, в как России. в больнице. Дело в том, что 1-го сына я рожала как раз традиционно в роддоме. И не скажу, что это были какие-то очень травматичные, тяжелые роды. Это были роды тоже легкие. Опять же,
все прошло достаточно быстро, но после у меня было какое-то ощущение недосказанности. У меня остался такой осадок, что что-то пошло не так в какой-то момент, потому что я до последнего находилась дома, и у меня все шло идеально. И потом я даже в какой-то мере сожалела, что я поехала в роддом. Поэтому вторые роды мои я решила, что будут такими, какими хочу именно я. И в итоге сначала мы хотели поехать в Таиланд, но там ничего не нашли, там, согласно тем требованиям, которые были у нас. И в итоге я нашла возможность рожать на Бали, А как это было? в клинике Бумисихат. Саби. Это было совершенно спонтанно. Я уже разочаровалась в том, что в Таиланде ничего нет, что у нас ничего не получается. Просто набрала какое-то словосочетание, роды то ли в Азии, не помню где, как это выглядело. И наткнулась на ссылку на каком-то сайте, статья о родах на Бали в клинике Бумисихат у Робин Лин. Ну, а сами После этого роды-то всё прошли, началось. все нормально, все хорошо? Роды прошли идеально. То есть так, как я хотела, как я планировала, так все и прошло. То есть я была главным действующим лицом, для меня это было важно. Никто меня не дергал, не трогал. То есть все Вы были происходило дома, именно да? так, как... Нет, это было в клинике, но в очень мягких, комфортных условиях. То есть, в принципе, как дома. Муж был По рядом? ощущениям. Да, конечно, муж был рядом. Рядом бегал в том числе Рэм тоже, но он не в самой комнате находился, а во дворе играл. И Рэм всё это было сын очень тепло старший, и да? комфортно. Да, Рэм это старший сын. Мгм. А как муж отнесся? Он не присутствовал на первых родах? Присутствовал. То есть мы обоих сыновей рожали вместе. Это было очень важно для меня, просто критически важно. И не было даже сомнений, что во второй раз мы снова будем рожать вместе. Причем во второй раз Олег полное принимал участие в родах. Он даже поймал ребенка на руки. В такой возможности, по крайней мере, когда я рожала старшего сына Рэма, не было. Просто стоял муж рядом в халате, дрожал, переживал, и ничего ему не давали делать. Как сказать, какое эмоциональное состояние у мужчины после того, как он вот присутствовал на родах у женщин? Вы знаете, на наших часто говорят, что это Да, может это повлиять влияет на на отношения. на отношения. У нас, мне кажется, что, пожалуй, они стали как-то ближе, проникновение. Муж однозначно сказал, что я вообще в первый раз в жизни понял, насколько это сложно вообще рожать. То есть я даже не думал, ну, как-то вроде уезжает женщина с животом, приезжает Приехала с ребенком. никаких проблем. Там, что там раздувают, непонятно. А тут он присутствует и все видит, все понимает, все чувствует. Я думаю, что больше ответственности какой-то рожает. Ну, что-то вот все-таки ближе, какая-то близость возникает. больше, да. Ну вот вы в своем блоге, да, в интернете говорите о семейных отношениях, о счастье в семье. Вы где-то черпаете информацию, да, или вы на своем опыте? Конечно, все на своем опыте. Я большей частью проживаю. В частности, в моей жизни было 2 брака. Первый закончился полным крахом и прожил меньше 3 лет. Вы были, наверное, тогда совсем юные, это был 20 студенческий лет, год. с 20 лет мы были вместе, да, с супругом. И, конечно, это был действительно брак. Как слово есть такое, да, это было так. И после этого как раз я задалась вопросом, что не так, почему, что я хочу по-другому. И следующие отношения уже, через несколько лет, когда мы встретились с моим супругом нынешним Олегом, мы уже 10 лет вместе практически, и я их уже строила совершенно по-другому, потому что незадолго до того, как мы встретились, я целенаправленно уже искала информацию, какие-то курсы, что-то, хоть какую-нибудь школу гейшу, все что угодно, чтобы мне понять, как мне правильно двигаться, как получить то, чего я не получила изначально, то, что должно быть у каждой женщины. И где вы получили ответ? В итоге я нашла одну девушку, тогда еще не было таких курсов, как сегодня, их миллион, тогда ничего не было. И я нашла курс по рассылке, по почте одной девушки, Оксана Дуплякина. И как раз там я нашла очень много ответов для себя. Я Ну вот и сейчас, прошла его, да. что вы можете сказать залогом успешных семейных отношений? Вы знаете, одним словом я не могу это описать, это как-то очень объемно. То есть все-таки, конечно, строит отношения в семье изначально женщина. Почему многие возмущаются, почему я? Почему он такой должен там лежать, да, или что-то делать, а я должна все строить? Да просто потому, что женщины более гибкие. У нас изначально больше интуиции, больше податливости, больше тех качеств, которые могут вдохновить мужчину, ну, кого угодно вдохновить. Поэтому мы как вода. То есть женщина, она как вода, она может как разрушить все,
так и построить так, что другие будут просто не верить, что есть такие. Все зависит от женщины, да? Любая женщина может сделать мужчину идеальным, нет? Знаете, Идеальным мужем. Это, я бы не сказала так, да, идеальных людей в принципе не существует. Мы можем сделать так, чтобы было максимально гармонично жить счастливой жизнью по-своему. То есть я не знаю, что такое идеал, я до сих пор не идеальна, да, у меня до сих пор бывают, если я не высплюсь, какие-нибудь заскоки, да, я могу, скажем, накричать, да, иногда, но это случается уже редко, потому что я понимаю и умею уже сдерживаться и направлять свою энергию в другое русло. Контролировать, да, себя? Да, да. Спасибо большое. К сожалению, мы сейчас прерываемся на рекламу. Вам спасибо большое, что пришли к нам. Сразу после рекламы мы продолжим. Я думаю, что здоровье женщины прежде всего зависит от здоровья ее членов семьи. Ведь когда кто-то болеет, или дети, или муж, у мамы ухудшается эмоциональное состояние, и ей становится плохо. Поэтому что нужно делать, чтобы никто не болел, мы спросили у наших маленьких телезрителей. Спонсор рубрики «Развлекательный центр «Мандарин». Здоровье – это спорт. Надо качаться, надо бегать, надо пиваться. Здоровье – это хорошо. Можно на работу пойти, можно в сад пойти. Журнал. А что такое ЗОЖ? Что? ЗОЖ. ЖОС? ЗОЖ. ЖОС, что ли? Чтобы не болеть, надо кушать лекарства. Можно кислое и не кислое. Можно даже много воды пить. Надо, одевать футболку, кофту, руки. То есть какие руки? Тебе надо кофту одеть, штанишки одеть и колготки. Надо тепло одеваться и идти заниматься спортом. Поняли, девочки, да? Нужно тепло одеваться и заниматься спортом. Мы продолжаем беседу с нашей очаровательной гостьей. Раз уж мы заговорили о детях, да, я предлагаю пригласить в студию твоих малышей. Да, они как раз сегодня со мной Ребята, сопровождают. проходите. И, как всегда, с печеньками. У них очень необычные имена, да? Еще раз повтори. Рэм и Рэм и Велимир. Велимир. Да. Откуда такие имена? Вы знаете, Рэм у нас ходил целый месяц без имени. Мы Присаживайся хотели рядом выбрать с мамой. что-то необычное и редкое с супругом вместе, поэтому очень был у нас большой список, и мы очень долго выбирали. Ну, в итоге остановились на вот таком имени Рэм. Многие спрашивают, что оно означает. Я могу лишь рассказать источник, что и были такие братья Ромул и Рэм, основатели Рима, да, все знают. И вот это имя, пожалуй, вот фигурирует там. Велимира же мы уже хотели выбрать славянское имя, это южнославянское имя, и как-то очень быстро оно пришло, буквально. Было несколько вариантов тоже, и большей частью, когда муж предоставил мне 3 окончательных варианта, вот Велимир, я просто увидела, что это он, что это тот малыш, который вот к нам пришел. Повелитель Мира, да. действительно. Сокращенно мир. Я знаю, да, что вы придерживаетесь такого правила, вы не ставите детям профилактические прививки. Да, ни Это Рэму, ни сказали. Велимиру не ставили. Почему? Почему такое
желание? Вы знаете, я изучала тоже информацию на эту тему, и в частности, закончив медицинский институт, я тоже слышала много разных мнений, в том числе и с коллегами общалась тоже. Противоположные, диаметральные, конечно, есть мнения, даже враждуют на эту тему, но я решила для себя, что все-таки это очень вмешательство в организм в таких ранних сроках, оно просто не нужно ребенку, и как минимум я бы рекомендовала просто ставить их через несколько месяцев, начинать позже. Я просто не вижу смысла стимулировать иммунитет лишний раз своего ребенка вмешательством какими-то Ну, какие-то, может быть, основные бактериями. прививки все равно ставите, да? Там от Никаких гепатита? прививок я вообще не ставлю. То есть, А как же вы ходите в детский сад, в школу? Вы знаете, в детский сад мы не ходим. Мы ходили в частный полгода, когда Рему было 4 года. Очень хороший был детский сад в Москве, частный. Но, к сожалению, они переехали, и ребенок отказался ходить. Поэтому, да, Велимиру мы не планируем до школы тоже отдавать в садик. Велимиру сейчас... Ему сейчас 2 года, да? Да, да. Да. А в Велимир школе, садик в хочет. первый класс? Садик утюга. В школу мы решили путем домашнего образования идти, поэтому Рэм уже год отучился у нас таким образом в Москве. Мы раз в неделю посещали Центр семейного образования вспомогательный и учились дома полностью. То есть первый класс успешно мы закончили таким образом. А кто, преподаватели приходят на дом или как? Нет, мы все изучали все сами по учебникам, нам программу определенную тоже давали на выбор и сами учились. Есть очень много сейчас сайтов полезных, я в частности на своем блоге тоже делюсь в Инстаграм, какие именно сайты для мамочек. И сейчас это несложно, тем более начальный класс, начальная школа освоить, конечно, нужны усилия. И организованность со стороны родителей прежде всего. Но в целом, если касаться знаний, то это несложно. А как определить, что знания вот достаточно для ребенка? Тесты. То есть мы же прикреплены к школе в любом случае, да, какой-то. Вот сейчас мы прикреплены в московской школе. И мы проходили тесты. Раз в полгода проходим тесты и понимаем, насколько вот уровень знаний у нас достойный или чего-то не хватает. Какие-то секции ходят, кружки? Да, Рэм сейчас в Якутске ходит на танцы, занимается шахматами и куда еще? Лепку. Он очень любит лепить. Меня вот интересует такой, как сказать, технический, да, вопрос или как. Вот Рэм закончит школу, да, ну, вот, допустим, 11 классов, вы вот с ним проучитесь на домашнем обучении, и потом как поступать, какой-то диплом будет, да, или что? Да, конечно, обязательно. То есть проходит тот же экзамен ЕГЭ, те же дети проходят и получают диплом на общих основаниях, такой же, как и все, кто 10 лет проучился в школе. А если у детей нет одноклассников, это не мешает? Конечно, вопрос общения нужно решать. Это очень важный вопрос социализации. И он поднимается очень часто в нашем случае. Мы ходили, я повторюсь, да, в прошлый год раз в неделю в школу обязательно уходил. У нас было всего 4 ученика, ну, это Центр семейного образования, где он общался с детьми. Также посещал разные секции. И ну, не так, чтобы ребенок сидит дома просто и учится, да. Ты не общался? Ты же ходил раз в неделю. Общался с девочками в классе? Да? Ну, хорошо. Ага. И в частности, здесь у нас бабушка работает в школе, поэтому мы решили попробовать такой вариант, как ходить 2-3 дня в школу. На данный момент Рэму понравилось. То есть мы нисколько не противники. Прям вот, чтобы Ну, если ребенок ему ходил в понравится, школу. пусть он Да. ходит в школу. Если нравится хороший учитель, почему нет? То есть у нас вопросы в целом к системе образования, я считаю, ее устаревшей и очень сильно нужны перемены все-таки. Спасибо большое, Лана, что вы пришли. Очень интересный Спасибо вам. собеседник. Мы переходим к рубрике нашей постоянной «Это полезный Инстаграм». Мы знаем, что когда сидишь долго в интернете, за компьютером, устают глаза, устает спина, нужно постоянно делать какие-то упражнения, чтобы привести себя в порядок. Об этом сегодня нам расскажет Лана Сарглана Амосова.
С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Лайк не за заботу о вашем здоровье. Сегодня я хочу поговорить о таких важных вещах, как вот сейчас такое время, когда мы все то в телефонах, то в ноутбуке, то смотрим телевизор, а при этом что у нас больше всего страдает? У нас страдает наше здоровье. Конечно, в первую очередь это наши глаза. Вот, девочки, как бывает, мы просыпаемся, что мы делаем? Мы сразу берем в руки наши гаджеты. И практически, вот просто проследите за собой, дорогие телезрители, мы до самого вечера мы держим наш гаджет в руках. И поэтому давайте я вам дам самые простые советы, чтобы делать это менее вредно. Так, давайте, смотрите. Когда мы долго смотрим в гаджет, я вам рекомендую каждые 20 минут отвлекаться. Вы отвлекаетесь, и очень полезное есть упражнение. Вы подняли глаза и смотрите вдаль на расстояние 6 метров. Это очень разгружает глаза, а также очень важно чаще моргать, девочки. Мы часто, вот сейчас давайте все поморгаем. Чтобы увлажнялись глаза, да? Потому что когда мы долго смотрим в телефон, мы очень мало моргаем. Вот, и чаще моргаем. А также, будем моргать. Да, теперь самое главное правило. Как мы сидим в телефоне? Вот, допустим, утром, да, вы едете на работу, приходите куда-нибудь, да даже здесь, наверное, перед тем, как начать разговаривать друг с другом, мы же всегда в телефонах, даже по улице люди идут, уже не смотрят вперед, они смотрят все в телефон. Поэтому, смотрите, вот как мы все сидим, вот так вот сидим, да, так делать ни в коем случае нельзя. Мы держим осанку, и расстояние от глаз до нашего гаджета должно быть 40 сантиметров. 40 сантиметров. 40 Для этого сантиметров. должно быть хорошее зрение или большой телефон. Да, да. И еще, для вас это, я думаю, будет интересно, нельзя смотреть в телефон, когда в помещении темно. Это я знала. Да. Так как вот книги же нельзя читать, когда темно. И вот, а так как Инстаграм у нас, он такой, то, что там и картинка, и текст, и то есть у нас постоянно напряжены глаза. И В темноте вообще ничего нельзя делать. Да. Я знаю, что нельзя смотреть телевизор в темноте, нельзя, вот в кинотеатре, допустим, это очень вредно. Нельзя смотреть в компьютер тоже в темноте. Да, и теперь совет, дорогие телезрители, если вам приходится подолгу сидеть перед компьютером, долго сидеть в телефоне, а мы знаем, что мы думаем, что вот так сидим и все, да, ни в коем случае. Мы делаем зарядку. Давайте, девочки, мы сейчас все вместе сделаем зарядку. Вот, вы чувствуете то, что у вас сковано здесь, да, чувствуете, что спина, и мы начинаем. Мы просто элементарно делаем простую гимнастику, голову направо и налево, направо и налево, также со стороны в сторону. Вот нам кажется, что это такие мелочи, на самом деле это все очень важно. Также очень хорошо помогает самомассаж, просто погладили себе спинку, ну и, конечно, мы должны держать осанку. А я буду в этих случаях вспоминать Илону Кирюшкину. Да. Я да. теперь все время буду думать, когда буду сутулиться, сразу Илона. Да, Всё. А сейчас вот на что мы совсем не обращаем внимания? Мы совсем внимание не обращаем на наши руки. Хотя руки у нас тоже постоянно двигаются. Даже была такая шутка, то, что люди следующего поколения, у них будут длиннее большой палец. Поэтому что мы делаем? Мы опять же разминаем наши ручки, да, вот просто элементарно, и мы пробуем делать вид, что мы пианисты. Играем на пианино. Да, разминаем наши... А еще как в школе мы писали наши пальчики. Встали. Мы немножко отдохнем и опять Вот, играть да. начнем. И также круговые движения. Спасибо большое, Спасибо. дорогая. Мы теперь будем повторять эти движения постоянно, а сейчас мы прерываемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что вы смотрите передачу «Город женщин». Мы продолжаем говорить о здоровье женщины. Девочки, я бы хотела для начала напомнить о маленьком островке Японии у нас в городе, ресторане Мацури. Помните, мы в прошлый раз разговаривали? Я сказала, что мне очень нравятся эти вот маленькие кабиночки, где можно уединиться, и вас никто не будет отвлекать. Но также я вот была недавно опять в этом ресторане и заметила, что там очень такой необычный, красивый интерьер, который подходит для фотосессий. Я предлагаю нам как-нибудь собраться и провести там Да, фотосессию. замечательно. А там еще очень вкусные десерты. И Какие там роллы
Обожаю. Там еще есть игровая зона. Мы были с детьми. Можно прийти с ребенком. Да, там игровая зона, где дети Он могут сами рисует, поиграть. играет, там, да, карандаши, бумага. Мгм. Еще я бы хотела сказать, что раз мы начали говорить про мелкую моторику до этого, да, Саргалана, рукоделие очень развивает мелкую моторику, да, что в свою очередь развивает Очень полезно для мозг, здоровья да. женщины. Да. Это очень полезно для Правое здоровья полушарие женщины, это полезно для работает. мозга, для концентрации, для активации всех мозговых Ну и, деятельностей. соответственно, чтобы не думать о плохом, думать только о работе, о своем труде, что у тебя получилось, и тогда как бы женщина будет думать позитивно. Если женщина думает позитивно, значит, она меньше болеет. Да, когда ты вот занимаешься рукоделием, ты сидишь, уходишь в себя, можешь расслабиться, Да. подумать. Ну и вообще, когда вот руками что-то делаешь, и голова так очень хорошо отдыхает. Юлиана, ты уже закончила? Да, я Коврик? закончила, но у меня получился мини-коврик. Если вы сделаете помпонов побольше, то, соответственно, у вас получится коврик побольше. Ну, как детский получился, да, так как мы ограничены во времени. Вот с задней стороны нужно будет вот так аккуратненько завязать. И вот еще хотела один лайфхак рассказать, чтобы коврик не скользил по полу. Вам нужно взять клей-пистолет. Клей-пистолет и вот так вот провести по периметру, посерединке, ровные линии, да, сделать. Когда он подсохнет, можно будет его перевернуть, и Он как тогда резина он становится, скользить не будет. Да. Вот. И этот коврик хорош с тем, что он еще обладает массажным свойством, то есть маленькие детишки могут по нему ходить, и его можно запросто положить в стиральную машину. Особого ухода он не требует. Его можно пылесосить? Пылесосить его, наверное, не стоит. Если же он спрямялся, просто вот так вот распушить, и все, А и как он сушить? примет. Сушить на сушилке обычно. В прямом виде, да, расправленном виде. Хорошо. Ну и вот очень пряжа, желательно, чтобы она была такая толстенькая. И чтобы в ней присутствовала немножко синтетика, да? Да. Иначе она будет слишком мягкая и не будет вот этого эффекта. А вот если вот я постираю в стиральной машинке, она у меня как-то примнется. Вы кажется. знаете, если вы сделаете в стиральной машинке, вы используете режим ручная стирка, либо для вязаных вещей. Тогда машинка не будет слишком сушить или поменьше воды будет использовать. То есть вы вытащите, у вас не будет она прямо такая мокрая, да? Она будет такая еле влажная. Эти Ну и ворсинки вот повылетают, такие мне вот кажется. секреты. Ну, может быть, наверное, лучше руками. А можно же еще использовать какие-нибудь туда вплетать бусины или еще что-нибудь такое, нет? Привязать, чтобы был такой массажный эффект. Ну, нет? можно, да. Массажный коврик. Да, такое, когда вот дети же ходят. вот, Можно как продолжение коврика сшить из как ХБ-ткани, А есть же положить еще пряжа туда такая вот. рис или гречку, или мелкие камушки. Сделать вот такую вот как бы, да, продолжение коврика. Либо приклеить карандашики. Или из простых губок, вот, которые для посуды, можно приклеить их тоже, чтобы ребеночек ходил, чтобы тоже стопы развивал. Потому что на наших стопах, как известно, находится очень много точек, которые отвечают за те или иные органы. Нервные окончания, да. Да, мы продолжаем говорить, да, что здоровье женщины прежде всего зависит от ее эмоционального состояния. Если женщина счастлива, тогда ей не страшны никакие недуги. А чтобы она была счастлива, нужно, чтобы исполнялись ее мечты. Многие мечтают переехать в другую страну, как это сделали наши соотечественницы. Якутск, привет! Сахам Сирень. Нарей Нергей. Меня зовут Надя Павлова. Меня зовут Лана Ефремова. И мы ведем репортаж солнечной Анталии. Вот мы на обзорной площадке на горе, которая называется Тюнек-Тепе. Это наша Анталия. Анталия является шестым по количеству жителей в Турции. Красота, да? Так и хочется забраться на эти вершины. Вот это берег моря.
Вот мы и побывали на обзорной площадке Анталии, показали вам город с высоты птичьего полета, а теперь мы спустимся вниз в наш любимый женский пляж. Пойдем купаться? Жарко, мы уже идем и думаем, эх, надо было взять купальники. А вот смотрите, это мэр города Анталии. Его фотографии висят везде, по всему городу. Недавно Якутск, прошли дни Якутска В Стамбуле. Стамбул. Да. И я думаю, было бы классная идея, если бы город Якутск стал побратимом Анталии. Да, и мы хотим этому поспособствовать. Да, мы мечтаем об этом. Да. Вода очень теплая, прям молоко. А сейчас мы поедем на рынок. Вот мы подошли к самому рынку. Местных жителей можно узнать вот по таким огромным тележкам. Такие тележки есть почти у каждого. А это виноград. На турецком он называется üzüm. Ой, вот про это расскажи. Мармарика. Очень удивительные рыбы. Рыба здесь свежайшая, буквально плавала утром в море. Похоже на наш табунок, да? Чем бы вас удивить, соотечественники наши? Что ты кушаешь? Меня уже угостили айвой. Я подумала, что это яблоко, оно огромное. А вот это, посмотрите, это юбка. Наверное, один из самых основных продуктов, которые используются в выпечке. Также вот можно вообще выпечь такую тонкую лепешечку. Кстати, сейчас сезон хурмы. Вот она лежит. Вон. А вот она и клубника. Гранаты. Ням-ням-ням. Очень острый перец. Ай-яй-яй. Это редиска. Вот это да. Все знают Мы закончили наши съемки. Рассказали немножко кусочек нашей жизни в Турции. Пока-пока. Пока-пока. Какие счастливые, да, и радостные женщины, очень милые. Как хорошо, что сейчас есть возможность снимать все на телефон. Дорогие наши телезрители, если у вас есть какие-то интересные предложения, есть вопросы, или вы хотите заявить о себе, присылайте нам свои видео, фотографии, звоните. А также мы знаем, что нас очень много смотрят на YouTube-канале из разных стран мира даже. Поэтому, если у вас есть еще раз повторюсь, есть какие-то предложения, вы можете отправлять нам. Мы обязательно все посмотрим, а самые интересные покажем в нашем эфире. Девочки, я вот недавно вычитала, как победить усталость. Я думаю, многие, да, приходя с работы, устают. Поэтому самое главное правило – это завтракать. Я вообще сама этого придерживаюсь, потому что считаю, если ты вот позавтракал, ты заряжаешься энергией. Правильно же говорят, да, завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Поэтому, чтобы целый день себя хорошо чувствовать и уже не валиться с ног вечером, нужно обязательно завтракать. А также нужно побольше пить. Пить много-много воды. Да. Много воды, то, соответственно, ты будешь меньше болеть, организм будет постоянно очищаться, то есть ваш организм нуждается в воде. И даже есть такие специальные приложения для телефона, называется «Время пить воду», да, которые напоминают, допустим, каждый час, что вот вам нужно выпить воду. И вы там отмечаете, там, выпили ли вы воду сегодня, сейчас в обед чай, сок, молоко. И в конце дня он вам выдает
ту цифру миллилитров Ну, сколько вы воды. выпили, да? А у меня вообще жидкости, есть очень сколько вы хорошая выпили. привычка. Я как встаю, я сразу пью стакан, Да. а лучше даже 2 воды. Это Тёплой очень воды. правильно. Да, а еще я считаю, что все равно мы берем силы именно от нашего сна, от качества сна. Поэтому с детства меня бабушка с дедушкой даже приручили, то, что мы должны спать ну, минимум 7-8 часов в темной, хорошо проветриваемой комнате. И сейчас я для своей семьи, для своих детей тоже это пытаюсь Да. обеспечить. Сейчас вот есть такие специальные шторы, которые не пропускают дневной свет. То есть, если вы хотите днем прилечь, можете закрыться и... Да, главное, очень чтобы никаких посторонних шумов. Еще самое главное, чтобы в комнате, в спальне не было телевизора. Это вообще самое главное правило, мне кажется. И еще я знаю один такой совет. Для бодрости нужно с утра принимать контрастный душ. Да. Тогда вам гарантирована бодрость. Утром должно быть целый день. холодное, бодрящее, да, а вечером нужно более расслабляющее, теплое молочко с медом, допустим, да? Дорогие На этом телезрители. наш эфир подходит к концу. Мы вам желаем всего доброго, больше здоровья, Берегите счастья. себя и своих близких.